28 февраля в Республиканский наркологический диспансер поступил больной 1974 года рождения, неоднократно наблюдавшийся в учреждении и находившийся на стационарном лечении с 2004 года. 3 марта в одной из палат больницы, в которой лежал пациент, произошло возгорание, причина которого – неосторожность при табакокурении, вследствие чего последний получил ожоги. Персоналом больницы пострадавшему незамедлительно была оказана первая помощь, после чего он был доставлен в реанимационное отделение Сухумской республиканской больницы. По словам главврача диспансера Ирмы Ануа, персонал больницы очень ответственно относится к проверке и наблюдению за больными. Все зажигалки, сигареты, спички мы изымаем у пациентов обычно. Тем более, что в тот период у нас было несколько больных, которые галлюцинировали, не только этот пациент, с которым это произошло. Поэтому на ночь все зажигательные такие вот, как говорится, вещи мы забираем всегда. Видимо, все-таки где-то у него что-то осталось в карманах, потому что так бывало, когда вот мы уже 19 лет существует наш диспансер. И, конечно, это не первый же случай, что у нас больной галлюцинирует. Мы всегда забираем зажигалки, спички, но бывает потом зайдешь через час, смотришь, еще на тумбочке что-то лежит. Заберешь, утром заходишь, а утром еще там где-то спички нашлись. То есть такое это бывает. По словам Ирмы Ануа, персонал больницы сделал все возможное для сохранения жизни больного. Было принято решение о его переводе в ожоговый центр города Краснодар. Но для транспортировки пациента, по словам специалистов, нужно было стабилизировать состояние больного. Однако спустя 9 суток в реанимационном отделении республиканской больницы он скончался. После пожара в диспансере Министерством здравоохранения и МЧС республики на месте возгорания была проведена проверка. По словам Ирмы Ануа, персонал диспансера уделяет особое внимание пожарной безопасности, отведя специальное место и ограничив время курения. Однако в здании до сих пор нет противопожарной сигнализации. У нас пациенты, вы знаете, люди с алкогольной и наркотической зависимостью, сигареты – это неотъемлемая часть их болезни. Люди в алкогольном опьянении или с белой горячкой засыпают и горят. Это как бы, общеизвестный факт, что такое случается часто. Поэтому у нас особое внимание всегда этому уделялось. И персонал всегда ежегодно мы проходили в год один раз хотя бы, весь персонал больницы собирался, и все вот эти опасные моменты мы обговаривали. По данному факту прокуратурой города Сухум проводится доследственная проверка, по итогам которой будет дана оценка действиям персонала диспансера. В настоящее время прокуратура города Сухум в соответствии со статьями 143 и 144 Уголовно-процессуального кодекса республики продолжается производство доследственной проверки по данному факту. Приоритетной версией органа следствия является халатность со стороны дежурного персонала и руководства Республиканского наркологического диспансера, повлекшее по неосторожности наступление смерти пострадавшего. Доследственная проверка продолжается. Следователи прокуратуры пока не могут назвать сроки ее окончания. Гугуца Вардания, Ильдар Дамиров, Томас Чиковани, Абхазское телевидение.